Слушай, вот ты вообще борешься за сохранение осетинского языка, да? И когда ты работал здесь у нас в Осетии, в аппарате уполномоченного, ты все дело производства выстроил на осетинском языке, да? Расскажи, как тебе такое удалось уникально? Да, действительно неразрывно связан с Осетией. Это связано с тем, что мои все родственники, родители здесь живут. Сам я давно уехал в Питер, но где-то в 2015, конец 15-16 год действительно был приглашен в Осетию и работал в команде уполномоченного по правам человека в Осетии несколько месяцев. Когда я приехал в Осетию, я понимал, что я вхожу в тот чиновничий аппарат, который действительно может на что-то повлиять в республике. Понятное дело, что это делается отчасти за счет административного ресурса, возможности влияния на какие-то законодательные инициативы. Отчасти это удается за счет того, что ты знакомишься с теми людьми, которые принимают волевые решения, и ты можешь повлиять, убедить их, попытаться хотя бы. Так вот, еще будучи в Санкт-Петербурге, я готовился к приезду в Осетию и написал некий план тех важных проблем осетинского народа, с которыми я, в силу того, что приезжаю, становлюсь каким-то, пускай небольшим, но чиновником, я бы хотел бороться и что бы я хотел исправить. Ну и среди всех остальных глобальных проблем одной из самых первых я написал, конечно же, проблему языковую, потому что я посчитал, что вопросы культуры, морали, самосознания, в том числе правовой культуры в Осетии, они абсолютно все связаны с тем, что большая часть населения не говорит на родном языке, либо говорит очень плохо, не владеет. Соответственно, для того, чтобы понимать, что такое Ахдау, для того, чтобы понимать какие-то идеалы педагогические, которые в нарском эпосе были, нужно быть носителем языка, нужно понимать именно осетинский язык. Соответственно, с этим мы стали бороться, и надо дать должное, что уполномоченный по правам человека мне в этом не препятствовал, он дал мне возможность, пожалуйста, хочешь поменять дело производства, начать вести на осетинском, ну, карты в руки, но знай, что инициатива в Осетии очень сильно наказуема. Ну, с этими словами я и приступил к этой работе, и да, действительно, все дело производства государственного органа, то бишь аппарата уполномоченного по правам человека, было построено на осетинском языке. Это означает, что все книга учета всех этих входящих, исходящих заявлений, ответы на просьбы, обращения, заявления населения, ответы на запросы государственных органов, запросы в эти государственные органы, все это писалось на осетинском языке, причем писалось на иронском и дегорском диалектах, потому что писал это все я в равной мере владею как иронским диалектом, так и дегорским диалектом. Так уж получилось, что моя фамилия Гацалова, я дегорец, мой отец выходец из Чекалы, ну а племянник я Отменовых. Соответственно, иронская сторона тоже мне дала возможность владеть свободно. Ну и при этом я еще и из Гизели. Соответственно, я, конечно же, в совершенстве владею языком. Особенность была в том, что в тех случаях, когда, например, я писал запрос чиновнику, который является по своей национальности русским или иной какой-то национальности, то есть не носителем осетинского языка, я писал запрос на осетинском языке и прикладывал к нему перевод официальный, тоже с подписью уполномоченного по правам человека. Особенность также в том, что вопреки заблуждению многих, я не писал запрос на русском языке, а потом переводил на осетинский. Я писал на осетинском языке, а потом переводил на русский. Поэтому мне было гораздо проще. Что касается нормативных правовых актов и ссылок на них, я переводил эти нормативные правовые акты на осетинский язык. И этот перевод, я могу сказать, что он проходил проверку. Ну, периодически, конечно же, попадало и к филологам эти документы попадали. Никто из них никаких замечаний не делал. А бывало, что отвечали на осетинском языке? За вот время, пока я все это устроил, переполох своего рода, всего лишь один раз я получил ответ на осетинском языке. Я как сейчас помню, кто его подписал. Я написал запрос в АМС города Владикавказ.
в комитет по жилищным вопросам. И на этот запрос мне дал ответ мой сосед Тидаров, который, соответственно, тоже из Гизели, и он возглавляет этот комитет. Вот он мне дал ответ на остинском языке, и мне было это очень приятно. Вот. Наверное, сейчас, если я рядом с ним встану, он меня даже уже и не узнает, потому что я очень давно меня видел маленьким, а сейчас уже я вырос. Как коллеги относились? Они не были в шоке от того, что вот такой переполох произошел? Относились по-разному, я могу сказать, абсолютно искренне. Они мне не дадут соврать, можете у них спросить. То есть кто-то восхищался, кто-то остерегался очень сильно, потому что боялись реакции, знаете, вот реакции непонимания со стороны других чиновников. А всегда, когда возникает непонимание, означает, что это будет непременно конфликт. Вот во избежание всех этих конфликтов, а уполномоченный по правам человека – это тот государственный служащий, который не должен допускать конфликтов, конечно же, было опасение своего рода. И оно было обоснованным, потому что, ну, представьте себе, что запрос написан на остинском языке. Получается, что чиновнику, который будет разбирать этот запрос наш на предоставление какой-либо информации, он должен его прочитать на остинском языке, потому что носителям языка, осетинам по национальности, я никогда не прикладывал перевод на русском языке. Я считал, что если они госслужащие в государственных органах на территории Республики Северная Осетия-Алания, они обязаны знать остинский язык, потому что официальным языком республики является национальный язык и русский язык. Это сказано в том числе в нашей Конституции Республики Северная Осетия-Алания, которая в этом году, насколько я помню, 25 лет. Да. А я читала в социальной сети Инстаграм, написано было, что вот такое предложение, чтобы устраивать всем, как сказать, такой кастинг, может быть, да, на знание остинского языка госслужащим. Да, и вот чтобы не пропускать, допустим, на госслужбу тех, кто не владеет в достаточной мере остинским языком. Да, можно это по-разному называть, и кастингом, можно это назвать еще чем-то, но это, конечно же, инициатива правильная, я считаю, потому что уж коль мы госслужащие на территории республики, на территории Осетии, соответственно, мы, конечно же, должны знать язык осетинский. Но я полагаю, что как раз отсутствие закона о государственном языке республики позволяет очень многим государственным гражданским служащим на территории Осетии обойти необходимость владения национальным языком, то есть осетинским языком. Потому что ведь на территории Осетии есть государственные органы Республики Северная Осетия-Алания и есть территориальные органы государственной власти Российской Федерации. Так вот, в тех органах, которые являются органами Северной Осетии, конечно же, чиновники, госслужащие должны владеть осетинским языком. Это их обязанность. Соответственно, при поступлении на госслужбу они обязаны будут в том числе подтвердить знание осетинского языка. Сдавать экзамен какой-то, возможно? Возможно, экзамен сдать, конечно. Знание может быть орфография. Но да? сейчас процедура набора в госорганы, если мне не изменяет память, а это очень вряд ли, что она мне изменяет, в госорганы набирают из кадрового резерва, который есть в республике. В кадровый резерв поступают ежегодно, там, или 2, или несколько раз в год поступают заявки. Проводится экзамен. И в рамках этого экзамена на поступление в кадровый резерв задаются вопросы как по профессии, так и общего характера. Почему среди этих вопросов не должно быть вопросов, связанных с культурой Осетии, не связанных с владением национальным нашим родным языком осетинским?